Приветствую вас, уважаемые телезрители. В эфире программа «Кадры жизни». Наша гостья прекрасно разбирается в наитончайших психологических оттенках, постоянно придумывает новые проекты. У нас в студии режиссер-постановщик Национального академического Большого театра Беларуси Галина Голковская. Когда я стала формироваться, конечно, мне хотелось быть актрисой. Каждому радостному, не очень радостному – это жизнь. Надо благодарить за все. Я почему-то должна собрать бронепоезд из чужих запчастей. Ну как я могу быть другой? Ну как? Я могу не всегда быть приятной, удобной, бываю и резкой. Я, когда смотрю фотографию, я как губка все впитывала, все, что мне говорили. Я хочу немножко остаться... В 90-х годах за свою жизнь я поставила очень много драматических произведений и очень много отрывков. Ну, знаете, ну что-то в этом есть. Галина Голковская – выпускница Белорусского государственного университета культуры и искусств. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Студийные театры Беларуси 1980-е, рубежа 1990-х годов». Окончила докторантуру Белорусской государственной академии искусств. Диссертация на тему «Режиссерское искусство музыкального театра Беларуси второй половины 20-го, начала 21 веков». С 1996 года Галина Леонидовна – режиссер-постановщик Большого театра Беларуси, на сцене которого осуществила постановки детских мюзиклов «Питер Пен» и «Город мастеров», концертно-сценических версий опер «Турандот» и «Набукко», современной оперы «Бурлеска», «Синяя борода и его жены» и комической оперы «Медведь», опер «Кощей бессмертный», «Кармен» и «Князь Игорь». Галина Голковская поставила множество оригинальных театральных проектов, среди которых новогодние концерты-сюрпризы, бенефисы, экспериментальный проект «Опера Модерн». Галина Голковская – обладатель медали Франциска Скорины, кандидат искусствоведения, доцент. Галина Леонидовна, добрый день. Добрый. Почему у многих творческих личностей нигде не указаны ни дата рождения, ни место? Что это? Желание как можно дольше оставаться молодыми? Вы плохо искали, или я мало об этом пишу. На самом деле я никогда не скрывала ни дату своего рождения, а уж тем более место своего рождения, потому что я родилась в городе Смоленске, который я безумно люблю, это моя малая родина. И я в свое время полкурса перевозила в каникулы, чтобы показать какой-то потрясающий исторический город. Я зимняя, я родилась в очень солнечный, но очень морозный день 5 февраля 1965 года. Вас никогда не смущал возраст? Нет, никогда. В нашей программе мы используем огромные фонды белтелерадиокомпаний, поэтому сегодня вы увидите себя разную. Готовы? Да. Мне интересно, если честно. Давайте посмотрим на экран. Давайте. О чем напомнят вам эти кадры? Давайте. Смоленск. Класс. Крепостная стена, а это знаменитый собор. Успенский. Успение. Один, кстати, из самых крупных соборов в Европе. Да, потрясающе. Памятник Кутузову. Ой, ой. Вы знаете, сейчас это все облагорожено. Это, видимо, очень давняя съемка. Да. Потому что сейчас такая набережная красивая. Вот пароходиков как раз практически нет, потому что очень обмелел Днепр. А вот мост сейчас очень красиво они обустроили, и набережную. И можно ходить и гулять вдоль обмелевшего Днепра. Вот, а я родилась недалеко от... Вот это вот, собственно говоря, облисполком там. А вон драмтеатр. Я родилась во дворе драмтеатра. Ой, я не могу. Я сейчас буду рыдать. Вы давно бывали в родном городе? 2 года назад. Вот эта пешеходная часть, вот Громовая башня. Собственно говоря, вот эта старая часть, в которой я и выросла. Я выросла в самом центре Смоленска.
Вы показали Смоленск. Я хочу вам рассказать один случай, о котором практически никто не знает. Смоленщина – это родина большого количества знаменитых людей. Один Гагарин, недавно 60-летие его полета. Одна из самых знаковых фигур – это великий скульптор Каненков. В 1965 году он только вернулся из Америки, потому что он родом из Смоленска, он подарил художественному музею целый ряд своих скульптур. И там и в бронзе, и в дереве есть скульптура, она называется «Аленушка». Каненков, который приехал в очередной раз в Смоленск, выходил из гостиницы, и он сказал: вот, смотрите, идет моя Аленушка. Вот. Я это считаю каким-то немножко знаком. И он меня погладил по голове. А вы знаете, что образовалась Белорусская республика в Смоленске, да? Вот в этом здании. Вот в этом здании. Здание дворянского. Вот здание дворянского собрания. Именно вот здесь вот была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Вот это вот, кстати, филармония сейчас здесь вот это вот, да. Так что вот так вот интересно, правда? Переплетается все. В этот дом пионеров я ходила. Это дом пионеров. Вот это Да, здание? вот это здание. Раньше там жил крупный купец. А потом, он очень красивый, на самом деле, если вы посмотрите его в цвете. А потом здесь был дом пионеров. Я сюда ходила в кружке. Потрясающе. Ой. Вот такой мостик временной мы перекинули. Замечательно, я вам очень благодарна. Практически попали, наверное, вот Вы попали детство. в точку. Не просто в детство. Вы показали те места, где я ходила все время маленькой. Вы родом из Смоленска, Да. а родители смоляне? Нет, родители белорусы. Моего папу зовут Леонид Андреевич Голковский. Мою маму Валентина Ильинична Голковская. Мама у меня аршанская, из-под Орши, а папа парень Могилевский, недалеко от Климович. Он родился, и мои мама и папа из больших семей. У папы 7 детей было, а у мамы 8. Вот это да. Да. Ну, профессии папы с мамой не связаны никак с театром, Нет, музыкой? нет, не связаны, просто и папа, и мама очень хорошо пели, особенно мама. И мама рассказывала, что когда раньше же ездили и отбирали в хоры. У Свешникова это хор мальчиков, а вот у Попова, по-моему, был смешанный хор. Короче, откуда-то оттуда приезжали и ее приглашали, чтобы у нее был у нее хороший народный голос. Но она постеснялась. Она не поехала никуда. Вот, встретилась с папой, а у папы вся семья поет, и они очень любят петь. Но у нас по линии отца есть один родственник, который много пел в Большом театре Беларуси. Это Михаил Федорович Голковский. Когда я пришла в театр, я никогда не говорила, что у меня есть троюродный дядя. Как в школе учились? Контролировали родители? Я вот такой затравленный зверенок, который все время держит как-то вот так лапку, как будто мне кто-то по мне, как будто меня кто-то по ней все время бьет. Причем это, знаете, начиная с 4-летнего возраста и заканчивая очень-очень сознательным возрастом. Вы на фотографиях увидите, ничто не напоминало о том вообще, что я буду в театре, да, что я буду преподавать, что я буду достаточно таким въедливым педагогом, что я буду на сцене строить большое количество людей, и что я громко буду говорящий человек. Нет, этого не было. Никогда. У нас в студии стоит Яуф. Вот он здесь, за мной. А у нас в нем находится предмет, связанный с жизнью гостя. Достаю вот такой предмет. Нет, не моя тема. Я пыталась записываться в разные секции. Так. Но что касается волейбола, я ходила пешком
под сетку. Баскетбол просто это не для меня, понимаете. Вот. Хотела быть балетной дамой, растяжки не хватило. Вот. И единственное, что хватило, всегда хотела петь и всегда фантазировала. Фантазировала я гораздо больше, чем что-либо делала. У меня настолько были разнообразные фантазии, и мой папа мне очень помогал, потому что он был серым волком, который меня катал. Знаете, я была, вот, Аленушка я была. Да, что вы, что вы? Так а кем вы все-таки себя видели в детстве? Актрисой, водителем трамвая, спортсменкой? Пианисткой. Пианистка? А в Я музыкальную очень школу ходили? Конечно. Вот смотрите, у нас есть кадры. На каток ходила. Это мое. Ходила, и там из-за большой любви меня так толканули, что сломали руку. Все замечательно. Нет, но я на каток ходила. Одно время хотела, думаю, буду лечить людей. Я так хочу помогать людям. Но я пошла в анатомический музей, чуть не упала в обморок и поняла, что я даже укол не могу сделать. Потом я очень любила Смоленск и очень была привязана к дому. Думаю, ну зачем мне уезжать? Как папа стану инженером. У меня папа конструктор, механик по самолетам, двигателям. Он мне очень много потом помогал в спектакле. Я просила конструировать мне кое-какие вещи, потому что я только к отцу могла обратиться, чтобы это... Я ему доверяла абсолютно. Вот, думаю, вот из уважения к отцу пойду в энергоинститут Смоленский. Нет к математике у меня и физики, но никак у меня не было способностей. А мы уже тогда поэтические вечера делали, все. И я, конечно, так сказать, я не могу сказать, что я играла там первую скрипку, были бойкие люди, но я активно принимала участие. И вот смотрит на меня учитель математики, и она говорит, слушай, Галя, поступи ты, наверное, в институт культуры. А я думаю, действительно, ну вот... Думаю, какой же мне институт культуры поступить? Вы знаете, у меня всегда была очень заниженная оценка, самооценка, очень заниженная. Потому что папа меня хвалил только тогда, когда действительно за это стоит похвалить. А для меня отцовское слово было очень важным. И когда я стала формироваться, конечно, мне хотелось быть актрисой, но я считала, что у меня нет актерских способностей, таких вот, например, чтобы ехать в Москву. Десятилетку вы оканчиваете? Оканчиваем, но еду в Минск, потому что мне он понравился. Знаете, он тогда не был таким красивым, каким он стал сейчас. Да. Но это был большой город, как-то все это сыграло, и я подумала, да, вот в Минск я поеду. Владимир Александрович Романовский, который был художественным руководителем нашего курса, и второй педагог – это Вячеслав Олегович Тюпа. Он был главным режиссером музыкальной комедии в это время. Но он же переходил в театр оперы и балета. Так вот, мы были его первый курс. Благодаря родителям, которые просто пожертвовали двухкомнатной квартирой и еще довеском к ней, и я уже имела однокомнатную квартиру. И благодаря этому я могла устраиваться в Минске. Галина Леонидовна, 90-е годы, Минск. С чем связан этот период в вашей жизни и в вашем творчестве? Минск 90-х для меня прошел под эгидой Институт культуры, театр музыкальной комедии, который я боготворила. Выстроенный маршрут? Только дом и уже начало оперного театра. Сегодня вы уже преподаете. А что из педагогического? Нет, я уже сегодня не преподаю. Я ушла 5 лет назад сама. Я попросилась отпустить меня.
потому что я очень загружена была в театре. И на этот момент сколько? Уже, наверное, лет 30 Около 30 педагогического лет, и это только вуз. При этом за это время я преподавала и в университете культуры до 2000 года я преподавала, отвела курс, ребят выпустила, горжусь ими. Очень многие связаны с профессиональной деятельностью. Я преподавала 7 лет в консерватории и тоже попросилась. И они сказали, как? Я говорю, нет, пожалуйста, не могу. И одновременно около 20 лет театрально-художественный институт, кафедра режиссуры, где я читала лекции. Педагогика – это очень серьезная вещь. Я не умею делать что-то спустя рукава. Я не умею формально преподавать. Спросите любого моего студента. Нужно и теорией заниматься очень емко, и практикой нужно заниматься очень конкретно. Соединять одно и другое одновременно, без каких-то потерь, практически, на мой взгляд, невозможно. Либо будет слишком наукообразный образ мыслей, понимаете, да, слишком вот. Либо нехватка, наоборот, у практического человека, неспособность наукообразно проанализировать даже собственный труд. Вы яркая, эффектная женщина. Вот хочется задать такой, скажем, женский вопрос. Вот вы были студенткой, молоденькой девчонкой. Ведь хочется быть яркими, красивыми. Вот вам хотелось красиво одеваться? Я и одевалась красиво. Вот, правильно, Вот, я понимаете, хотела- бурда нам в помощь. У меня была бурда. Ну, это похоже. И мама нашла шила? Нет, мама не шила, но мама молодец. Мама обеспечивала свою девочку, потому что я заказывала пальчиком, чего я хочу, еще что-то придумывала. И мама в Смоленском лучшем ателье заказывала. Я следила очень за собой, мне хотелось быть яркой, красивой, и я была ею. Галина Леонидовна, я хочу вновь обратить ваше внимание на наш экран. Думаю, вы легко поймете, почему мы подготовили для нашей программы следующие кадры. Очень внимательно смотрю. Сніп-снап-снуре, буре-базлюре, сніп-снап-снуре, буре-базлюре. Ступеньки скрипят. Бабушка идет. Давай напугаем ее. Давай спрячемся. Давай. Этот мальчик, красивый маленький мальчик, Кай, это и есть педагог нашего курса. И его пригласил Владимир Александрович Романовский, которому я буду вообще за все в этой жизни безмерно благодарна. Именно он пригласил на курс, но он только на 3-м курсе к нам пришел, Вячеслав Олегович. Мы очень долгое время потом как коллеги работали, вот, а потом я уже, когда пришла в театр, Вячеслав Олегович только 1 сезон там уже был, он уехал в Россию работать. Но спасибо Владимиру Александровичу Романовскому, что он пригласил такого интересного, такого ни на кого не похожего, немножко дерзкого, может быть, человека. Ой, какой он забавный. Тоже бессмысленный поступок. Я вас спрашиваю, невоспитанные дети. Простите, но мы воспитанные. Воспитанные дети, не бегают на четвереньках. У Владимира Александровича я училась в школе. Я могу работать и в драматическом театре, и в музыкальном. В музыкальном я могу работать, потому что я долгое время в нем работаю. Я изначально, пока я не услышу лейтмотив, я не могла поставить сцену. Вы понимаете? Я без музыки в драматических отрывках это увидел Тюпа, который пришел. И он понял, что я мыслю музыкально. Вот вас сведет судьба еще не единожды. От студентки до коллеги. Именно такой путь вам предначертан. Да. А вы верите вообще в силу судьбу? Ну, хотя бы вот на этом даже примере. Конечно. Я вообще считаю, что все, что происходит в моей жизни, это абсолютно судьба. Меня ведут, когда я не сопротивляюсь, меня доводят в нужное русло. Вот, когда я сопротивляюсь, меня все равно возвращают, я вам честно скажу. Меня учат, но мне, слава тебе, Господи, Если, как говорят, дают урок шанс. не усвоен, если, повторяется. Я повторяю, но я понимаю, что это урок, и я должна
выучить его, иначе дальше ничего не будет. Я разве когда-нибудь бы думала, что я буду работать в Большом театре? Никогда. Вспомним фрагмент одной из самых ярких постановок Вячеслава Олеговича. Ой, давайте, музыкальные комедии. Мы смотрели курсы, мы пересмотрели все. А вы сейчас «Дикую охоту короля Стаха» хотите поставить? Да, мы все к оперному подводим. Опера не утратила современного языка спустя даже 10 лет. Очень быстро опера стареет, очень быстро. Это очень исключительно уникально. Боже мой! Это он только Слишком много перешел как бы в Большой театр. Энтузиазма и сил, и вдохновения было вложено все, кто соприкасались к этому спектаклю. Абсолютно все. Исполнители даже самых маленьких ролей до уже тех, кто спектакль осуществлял, ставил. Я была на премьере, потому что я уже тогда как бы смотрела за учителем, я как-то тайно в него была влюблена, но абсолютно, как он сказать, на расстоянии. Ну, абсолютно, ну что вы. А вы знаете, что он поставил потрясающие совершенно спектакли? «Клоп», «Сильва», играем в «Принца и нищего», все равно до Бержерак. Я счастлива, что в моей жизни были такие учителя. Они и остаются для меня учителями. Для меня не бывает учителей в прошлом. У меня оппонентом по диссертации первым был Гурий Илларионович Барышев. Техника сцены. Дальше. Рабига Зияровна Караулова читала изобразительное искусство. Я, благодаря именно Рабига Зияровне, она закончила в Петербурге Суриковскую академию. Вы меня простите. Да. У меня такие учителя преподавали. Изабелла Готовчец, Изабелла Михайловна Готовчец, рецензерский семинар. У нас действительно была потрясающая группа. Вы говорите про судьбу? Так вот, я счастливый человек, потому что мне судьба подарила такие встречи, таких учителей, такие шансы, которыми я смогла воспользоваться. Это большое счастье. У каждого человека есть момент, когда ты грустишь, потому что то, что ты хочешь в данный момент, у тебя не получается, и тебе кажется, что что-то не так. Знаете, надо почаще вспоминать, как много у тебя было так. И вообще все, что происходит, я благодарна каждому моменту своей жизни. Каждому, радостному, не очень радостному. Это жизнь. Надо благодарить за все. За вашу, скажем так, педагогически-режиссерскую жизнь вы ставили все, от авангарда до классики. Да, я вообще с авангарда начала. Во-первых, это было время поворота к абсурду. Угу. И поэтому диссертация моя так и называлась. Театр абсурда. Студийные театры рубежа 80-х, 90-х годов. И я отсмотрела все творчество и встретилась со всеми руководителями. И записала их на кассеты, на диктофоны. И написала диссертацию и книгу издала, да, поэтому став доцентом. Я кандидат искусствоведения и доцент. Предлагаю сейчас вернуться на четверть века назад, посмотреть фрагмент одного из самых популярных спектаклей альтернативного театра. Узнаете ли вы эти кадры? Ну, давайте. Ходи со мной. Это какой ты такой заклад? А вот такой заклад. Какой? Коли я выдумаю перешкоджину молчать, то ты мне даси кучку грошей. 100 рублей! 100 рублей! Ну, это комедия. Вы знаете, что идею комедии подарил Барышев Гурий Илларионович? Нет. Батлейка – это идея Гурия Илларионовича Барышева. Они очень долго его играли, кстати, потом. Они из-за материальных сложностей не могли выжить, вы понимаете? Да. Театр – это очень трудоемкая вещь. Это нужно, чтобы действительно эстетика бедного театра, которую поначалу как бы взяли, да, на себя, она не всем была приемлема. Талипов, например, поражал роскошью в те времена. Нашлись спонсоры и у альтернативного театра. Они очень разные. Вот у Вячеслава Иноземцева это единственный человек, который сохранил свою труппу. Это уже не студия театра, это уже такой театр Вячеслава Иноземцева. Это единственный из тех, кто были на этой гребне. Я исследовала, конечно же, самые крупные и самые, будем говорить так, самые стильные, самые запоминающиеся, самые яркие коллективы. Пане Давыдзе, ну, поглядите, коли вас какие заправные. Дозвольте, ваша честь, я специалист. Обожаю.
Тёма, это не гроши. А, так это, Тёма, это далекие гроши! Сегодня кто только не занимается театральными постановками. Детские студии, антрепризы, государственные театры. Но на что, по вашему мнению, надо сделать ставку в будущем? Это репертуарный, антрепризный, авангардный театр. Вот в данный момент я не смогу вам ответить. Я не исключаю, что будут популярными некая студийность второго витка. Но она будет не такая, как была в 90-е годы, на рубеже 80-х, 90-х годов, когда были необходимы конкретные помещения, куда приходит зритель. Вот сейчас не будем сбрасывать интернет-пространство со счетов, куда соберутся люди с общими интересами, художественные идеи, которые всех объединяют. Это будет такого рода студентство. Вот я так думаю. А что вы скажете вот об этих кадрах? Я скажу, что это потрясающе. Это детский музыкальный театр-студия. Нина Иосифовна Ломанович, тогда еще, между прочим, она даже дирижировала спектаклем «Питер Пен». Я думаю, что это репетиция или Питера Пена, или «Кот в сапогах». Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Сейчас мы начали. Вот Сусанна Цирюк. Это первый режиссер-постановщик детского музыкального театра-студии. Я ее сменила. Джабари, Питер Пен. Я мечтаю выступить в Большом Московском театре. Я так люблю детей, когда детки так искренне улыбаются. Супер. А это они репетируют хор солдатиков, Кармен. Вместе с новым караулом свой отряд ведем сюда. Трубите звонкие трубы, та-та-та-та-та-та. Маршируем ровным строем, как солдаты точно в так. Знать хочет каждый герой, раз, два, чеканим шаг. Давай, сочиним и сыграем для детей новогоднюю сказку. Вот это волшебная музыка. Вот это первый спектакль. Это я ставила для детей, но я еще тогда была в статусе режиссера-постановщика детского музыкального театра студии. Вы знаете, мы до сих пор его играем. Да. Просто уже очень редко, но мы удивляемся, как этот спектакль остался актуален для детей. Что значит для вас поставить именно детскую оперу? Детскую оперу – то же самое, что поставить бы взрослую оперу. Для детей еще сложнее ставить. А вообще можно вот научить ребенка любить оперу? Можно, можно. Но через более доступный материал. Это мое личное убеждение. Я полагаю, что вот моя задача, чтобы дети, которые будут приходить на детские сказки, чтобы они... Это же с ума сойти. Поклонниками оперы. В этом году будет 25 лет, как я в театре. В декабре. Учились слушать, что такое дуэты, трио, квартеты, что означает Да. пауза и так далее. То, Мы о чем обещали рассказывали, удивлять. какие голоса Спасибо. впадают в оперу. И все это через сказочный ход. Я считаю, что это вот единственный как бы вариант. Вот как учат детей через игру, здесь то же самое. Через сказку обучить пониманию оперы. У нас в фондах есть небольшой отрывок одного из ваших спектаклей. Мне кажется, вам будет приятно вспомнить постановку, которой уже нет в афише. Опера «Синяя борода» и его жены, премьерой которой Национальный театр оперы открывает 74-й сезон, это опера комическая, так называемая опера-бурлеск. Ее написал известный белорусский композитор Виктор Копытько достаточно давно, в 1988 году, по мотивам письма в редакцию Рауля «Синей бороды» Антоши Чиханте. Мы с Виктором Николаевичем Копытько опередили время, потому что это настолько все было нестандартно. И она, конечно, была сложна для постановки, потому что четвертая жена, вот я открываю клавир, там написано, значит, четвертая жена виолончелистка, написано «импровизирует».
Импровизируют, ставьте. В доме офицеров в очень тяжелых условиях мы делали это все на каких-то 4 фурках, но мы придумали. Мне действительно за мою жизнь пришлось сделать очень много нестандартных вещей и много мировых премьер. Это правда. Ну вот тоже, наверное, у меня такой путь, такие кадры моей жизни. Да. Кому ты говоришь, что планируется премьера «Синей бороды» и его жен, то все говорят: о, это кровавая легенда, это триллер, это кровь, да? Ничего подобного. Знаете, от легенды Жак Оффенбах пух и прах эту легенду разрушил, потому что он высмеял феодала «Синюю бороду». Для нас это история разочарований, и это история расставаний человека, романтика, который мечтал об идеальной любви, но так ее и не нашел. Воскресила меня, ты обновила меня, как весной обновляет дождь пробужденную землю. Но поздно, ну, может быть, и хватит. В моей жизни много очень концертов и очень много проектов. 1 балл чего стоит, потому что на каждом балу я сделала 5 эксклюзивных концертов-сюрпризов. И я сделала в течение 5 лет программы, в которых я придумывала и режиссировала 7-8 часов сценического действия на нескольких площадках. Идея эти баллы мне как режиссеру сделать поступила от Вячеслава Волича, которого в свою очередь вызвал Владимир Павлович Гридюшко и сказал, что хотелось бы, чтобы были баллы. Волич сказал: я знаю, что только Голковская может это придумать. Вызвали меня. Я сказала: отдайте мне командировку в Москву, потому что я вообще не понимаю, что мне делать. Я поеду искать литературу. Но я же ученый. Так. Я поехала в Москву. И где нашли? Я покупала книги в Пушкинском. И все, что я могла, в Московской библиотеке тоже, что было, смогла, нашла. А потом приехала сюда и пошла в нашу Ленинку, да, в нашу национальную, в отдел белорусской литературы, взяла диссертации и нашла про белорусские баллы. И идея 3 баллов, она была только у нас. Потому что в течение 5 лет, опять-таки, не буду больше скромной, меня знакомили с людьми, которые прилетали на вот те баллы, которые я делала, первые. Прилетали из Австрии, самолет из Калининграда. Меня знакомили со всеми этими людьми, французы. Приходили и показывали: вот этот человек это придумал. Я тогда впервые узнала, что, оказывается, у нас есть коллективы самодеятельные, аматорские по-белорусски, да, но где любят танцевать и возрождают культуру балов. Они сами меня нашли. Потрясающе. Я с большим удовольствием поставила этих, да, я их пропагандировала и ставила вперед, чтобы они показывали, как танцуется. И, кстати, вместо часа люди уходили в 2. А я права буду, если скажу, что основным оперным жанром можно назвать все-таки драму? Оперным? Да. Драму и трагедию. В фондах есть запись еще одного, на мой взгляд, не характерного для классической оперной сцены спектакля. Давайте посмотрим. Давайте. Ой, медведь! Я обожаю! Знаете, я подумываю о том, что надо бы мне его вернуть. Возвращайте. Я верну и, наверное, еще и юбилей поставлю, да. Есть у меня такое в планах, хочу предложить Валентину Николаевичу. Национальное достояние, понимаете? Это сегодня так хорошо. Когда они с улыбкой безмятежной встречают нас,
у входа в казино. Стасик потрясающий. Мы настолько все дружно на эту идею работали, и он был сразу такой, знаете, публикой любимый. Застенчиво и томно. Не поверите, я все это собрала из других спектаклей. Это из Анюты диван, и стол тоже. А вот кресло, по-моему, я не знаю, может, из Хованщины даже. Хороши красотки в Монте-Карло. Это мой любимый медведь, мой любимый медведь. Хочу, 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 люблю, люблю, люблю. И мне кажется, мы соскучились и готовы. Что за чепуха лезет в голову? Со мною, конечно, солистом оперным тяжело, потому что я не люблю изображения. Я не могу, когда человек изображает и не чувствует. Мне приходится добиваться разными способами. Но вы же понимаете, это же не всегда легко. Вот. Вы работали со многими замечательными людьми, Да. профессионалами с большой буквы. Вот среди них белорусский дирижер Александр Михайлович Анисимов. И с ним вы решаетесь на постановку спектакля, который, на мой взгляд, можно назвать визитной карточкой Большого теперь современного. Ой, ну я не знаю, это ваше мнение, наверное. Так. Я только знаю одно, что спектакль «Князь Игорь» не оставляет равнодушными зрителей. Конечно, люди очень современные могут покривиться и сказать, ну это же типа а-ля нафталин. Никакого нафталина здесь нет, надо понимать, что это традиция. Причем эта традиция, как раз-таки, обратите внимание на видеоряды, это как раз-таки традиция, лишенная напрочь того, что называется забронзовелостью, да? Вот это надо школу знать. Вот чтобы такие вещи оценить и понимать, надо знать школу. Мне было очень интересно и поучительно работать с Александром Михайловичем Анисимовым. Очень. Ну вот, пожалуйста, кадры. Ну как это? Ну это же метафоры. Да. Понимаете, ну это же живописный план. Поскольку я и преподавала этот предмет, я-то цену своим находкам знаю. Я знаю, где можно интереснее, где можно лучше, а знаю, где у меня получилось. Вот и все. Вот это получилось. Я обещала своему отцу, что я его поставлю. И я его поставила. Он в каких-то вопросах не очень просто мне давался. Я потом их переделала, когда эмоциональное состояние немножечко было более крепким психологически, и усталость от потерь и от разных событий немножко ушла. Потому что режиссер, конечно, должен начинать не уставшим работу. Мы работали с Александром Михайловичем абсолютно в тандеме, в творческом. Александр Михайлович мне говорил, как вы это видите? Я ему рассказывала. Он говорит, о, вы идете вот в Русь. А вот я такой, понятно. А вы укрупняете этот момент? Ух, как! А вот я это вот... Вы не могли видеть такой вы как бы вот акцент, который делала очень хорошие там режиссеры в Европе, которая ставила с ним князь. У него ведь это не первый князь Игорь, это у меня первый князь Игорь, а у него 5-й или 6-й. Мы очень много мучились вопросом, мы историю все поняли, а год готовилась. Год, да, и Кармазина перечитала, и очень много искала материалов, потому что я должна была Александру Михайловичу сказать, почему князь Игорь – это человек, которого нужно не проклинать за то, что он загубил свое войско, а что нужно говорить о том, что он нашел мужество вернуться и потом пойти в поход и разбить половцев. Я многогранно это все исследую, потому что если мне зададут вопрос, я должна любому артисту, кто бы мне ни задал этого вопроса, я обязана ответить, почему я это так решаю. Вот почему.
свои заслуги вы награждены медалью Франциска Скорины. Высокая награда. Как приняли ее домашние? Папа, мама? Гордились. Мама, я знаю, больше говорит, она вот любит рассказывать, кто я, где я. Папа, нет, старался вообще не говорить. Он просто был очень рад. И я думаю, что он бы гордился, если бы увидел князя. На экране фрагмент еще одной постановки. Расскажите, пожалуйста, о ней. Кармен. Я бы сказала так, это уже немножко другая Галина Леонидовна Голковская. Вот, это Галина Леонидовна Голковская, которая уже начинает мыслить другими немножко категориями, которая уже знает про жизнь, которая уже знает цену и любви, и ненависти, и предательству, и дружбе. Это уже другой человек. И я делаю эту постановку с Аней Контак. Мы до сих пор тоже в очень большом контакте остались. Мне очень приятно. Я сама выбрала ее, мне понравилось, как она сделала оформление регалета, и я попросила. Ну вот это вот, я люблю эту сцену, это фабрика, ой, боже мой, замечательно. Сколько я фламенко репетировала, нашла педагога по фламенко. Все женщины танцевали, все. Сначала все танцевали, а потом уже мы как бы оставили какие-то вещи. Севильяну, там многие танцуют, а потом компасы бьют, это могут быть все, но танцуют чистая фламенко там, да. Это Миманс и несколько девочек из хора. А вот на народную в первом акте, ну, у меня все танцевали. Захотелось, вот, чтобы прекрасный, талантливый хор увидели из такой, что они не только умеют петь, понимаете, что это одаренные люди, которые могут и играть, и танцевать, и петь. Просто, конечно, основная их задача, конечно, это пение, но еще и выразительное существование. За это время хор тоже уже маленько ко мне привык. Ну и откликнулись ребята на это. Ну, мне приятно, я их уважаю всех очень. И благодарю за то, что они позволяют иногда, пускай даже какие-то шальные идеи, воплощать. Мне нравится, когда людям нравится. Знаете что? Вот мне никогда не интересно вот, придумывать, если это не откликается в душе тех, для кого я это делаю. Прежде всего, артист должен откликнуться. Вот если ему это интересно, значит, будет интересно и публике, которая будет смотреть. Конечно. Так устроена жизнь. Ну вот. Вот несколько предметов. Скажите, угадали мы или нет? Испания? У меня в Испании живет моя сестра двоюродная, в Барселоне. Она переводчик-синхронист, да. Она входит в десятку лучших синхронистов мира. И она переводила очень многих наших государственных первых лиц. Я очень Ирочкой горжусь. Она меня все зовет. Но вот видите, пока что ситуация никак не позволяет приехать. Но я думаю, что я обязательно еще раз доеду к Ире. Сама Барселона меня потрясла. Просто потрясла. Своими улицами, ой, храмами Саграда да Фамилия. Я его один раз видела днем, а другой раз ночью.
Это такие разные впечатления, вы не представляете. Но вы знаете, я вам скажу, что поющие фонтаны, которые я первый раз увидели, произвели на меня не меньше впечатления. Они огромные, они поют под классику. Я приехала человеком, у которого немножко помутилось сознание от красоты и от богатой истории. Да. Ну, мы тогда флюиды отправляем, Отправляем. чтобы все случилось. От нас Очень. большой привет сестре. Ой, спасибо. Я думаю, что я постараюсь сделать ссылку на передачу, когда она появится в интернет-пространстве. Или будет очень приятно. Да. Ну что ж, мы, собственно, и подошли к финальной части программы «Блиц-опрос». Зима или лето? Жаркое лето и настоящая холодная зима. Чай или кофе? И чай, и кофе. Все зависит от времени суток, от компании, от состояния здоровья. Брюки или платье? И брюки, и платья. Компромисс – это о вас? Нет, но я этому учусь. Любимое место в Минске? Я вообще люблю весь центр Минска. А Весь. любимое место отдыха? Мое любимое место отдыха там, где мне хорошо. Но я вообще путешественница. И я люблю открывать для себя новое. Фирменное блюдо? Я хорошо делаю долму и очень хорошо делаю разные салаты. У вас много друзей? У меня есть настоящие друзья, с которыми я всю свою жизнь прошла. И у меня есть много людей, к которым я могу обратиться за помощью, если она мне нужна, и я ее получу. Я считаю, что это большое счастье. Ваш самый главный недостаток? Нетерпимость. А главное достоинство? Сострадание. А самое главное достижение? Умение, несмотря ни на что, идти вперед и все-таки продолжать верить, что хорошее побеждает в жизни. О чем больше всего сожалеете? Мне на судьбу нельзя гневаться. Я старалась сделать все своим трудом. И спасибо Богу, что вот получилось все-таки, несмотря ни на что, многое. И то, что вы обо мне сегодня снимаете передачу, говорит о том, что я уже не зря прожила эту жизнь. Вы чего-то боитесь в этой жизни? Ну, что я боюсь? Я всегда боялась раннего ухода близких и болезней, которые даются с большой болью и страданием. Вот. А все остальное, это, по-моему, такие детали. Понимаете, по юности боялась провалом. Но, знаете, не надо никогда бояться провала. Надо просто делать, что должно, и будь как будет, как в этой хорошей пословице. Еще любить надо дело свое, тогда все будет хорошо. Что больше всего вы цените в людях? Искренность. Очень ценю деликатность. В чем смысл в жизни для вас? Оставить после себя доброе имя. А в чем счастье Галины Голковской? Хороший вопрос. Я живу в этой жизни, раскрывая то, что мне дал Господь, и щедро делюсь тем, что я имею, с теми, кто в этом истинно нуждается. И я думаю, в этом и есть мое самое большое счастье, потому что я слышу благодарность за то, что я тоже кому-то даю крылья. Значит, это здорово. Галина Леонидовна, я благодарю вас за откровенный разговор, за то, что мы узнали много о вашей жизни и профессии, о том, что, как говорят, в кадре и за кадром. Признаюсь, я была приятно удивлена, что вы меня пригласили. Потому что, во-первых, я сегодня тоже сама как-то посмотрела и на свои работы, и на свою жизнь немножко иначе. Я, честно вам скажу, у меня не было времени много готовиться, я почти не готовила. Я просто так думала, о чем бы я с вами поговорила. Меня в большей степени всегда интересовало, и какой билет я вытяну для того, чтобы поговорить на экзамене и подумать, владею. Вот. И мне было интересно, какие вопросы вы зададите. Спасибо. Мне было очень действительно интересно с вами. Это не потому, что такое алаверды, знаете, которое полагается. Это искренне. Я очень долго сегодня говорила и, может быть, отвечала слишком развернуто на поставленные вами вопросы. Но я бы очень хотела, чтобы в программе осталось то, что я сейчас скажу. В моей жизни получилось так, что очень много женщин сыграли роль огромную. Начиная с роли мамы, да, мама мне подарила жизнь.
Вот. Ну, то, что был такой любящий отец, это просто благословение небес. У меня прекрасные все тети, и одна из них очень мне дорога. Это родная сестра моего отца, Лидия Андреевна Голковская, по мужу она Минич, а псевдоним Лидия Андреева. А почему псевдоним? Она кандидат сельскохозяйственных наук, большая умница. Она очень непростую жизнь прожила. И когда она вышла на пенсию, она очень деятельный, талантливый человек, одареннейший. Она стала писать стихи. И у нее уже сейчас, по-моему, она говорила, что 14-я книга на подходе. Я хочу подарить вашей программе. Вот для меня это очень дорогая книга. Это буквально вторая книга, которую написала Лидия Андреевна Минич. Или Лидия Андреева. Она живет в городе Горки. Она написала азбуку на белорусском языке для деток. Она называется «Моя семья от А до Я». И она оформлена рисунками белорусских деток. Вот здесь о такой любви и к родному слову, и к айчине. Это потрясающе. Моя тетя и говорит, и пишет только на белорусском языке. Ну вот, поэтому что я хочу сказать? Я очень хочу, чтобы эта книга попала в руки деток, которые любят свою родину, и любят свой язык, и любят то место, где они родились. С таким пожеланием нащадкам. Спасибо вам огромное. Вам и спасибо. Хочу пожелать творческих успехов, здоровья и до скорых новых встреч.